Самозащита без оружия. В школе номер 7 прошли показательные выступления по самбо. Щедрый вторник. Международная общественная инициатива нашла отклик и в Сибае. В администрации прошло очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Добрый вечер. В эфире выпуск городских новостей. В студии Милиш Бердин. Здравствуйте. Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности состоялось сегодня в администрации города. О том, какие вопросы были внесены на повестку дня, узнаете далее. Члены комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности под председательством первого заместителя главы администрации города Ильфата Сафина обсудили задачи, связанные с обеспечением безопасности населения. В частности, с информацией по статистике и проведению мероприятий, направленных на снижение пожаров и загораний, выступил начальник государственного пожарного надзора Флюр Файзулин. Также он ознакомил комиссию с приказом МЧС России об организации работы по передаче сигнала о возникновении пожаров в пожарно-спасательные подразделения. На 29 ноября 2007 года на территории Республики Башкортостан произошло 3502 пожара. За аналогичный период прошлого года 3719, снижение на 5,8%. При пожарах погибло 197 человек. В прошлом году 239, снижение на 17,6%. Из погибших 9 детей, в том году 13, снижение на 38%. Получили травмы различной степени тяжести 227 человек, в прошлом году 232, снижение на 2,2%. Основными местами возникновения пожаров явились квартиры 3 против 7, одноквартирные жилые дома 9 против 12, надворные строения 18 против 22. Кроме того, была заслушана информация об обеспечении безопасности и охраны жизни людей на водных объектах в зимний период. Последним на повестке дня был рассмотрен вопрос о дополнительных комплексах профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с взрывом бытового газа в жилых помещениях. Все прозвучавшие доклады приняты комиссией к рассмотрению. Ирина Римбуркина, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Международная акция «Щедрый вторник» – общественная инициатива, возникшая 5 лет назад и получившая распространение во многих странах. В последний вторник ноября по всему миру в благотворительных целях устраиваются мероприятия и акции, призванные обратить внимание общества на социальные проблемы и необходимость личного участия каждого в их решении. Благотворительное мероприятие «Щедрый вторник» нашло живой отклик в сердцах сибайцев. Сотрудники Юго-Восточного межрайонного центра социальной помощи семье и детям не стали исключением. Здравствуйте, дорогие друзья! Привет всем! Как я рада вас сегодня здесь всех видеть! Давай 5. Щедрый вторник можно поддержать любой благотворительной активностью, делать пожертвования, участвовать в волонтерских акциях и давать вещи и продукты нуждающимся. Кроме того, последний вторник ноября можно считать началом благотворительного сезона в предновогодний период. Аниматор Евгения Горбунова сегодня работает в Юго-Восточном межрайонном центре социальной помощи семье и детям. Ее цель – создать яркий праздник учащимся коррекционной школы. Я провожу детские мероприятия уже более 2 лет. Мне позвонили, предложили провести праздник у детей с ограниченными возможностями. И я с радостью согласилась, потому что приносить детям радость, чтобы они улыбались – это самое главное счастье и самый главный плюс в моей работе. Дети в этот день не только участвовали на празднике, но и получали сладкие гостинцы, приобретенные на пожертвования неравнодушных сибайцев. В рамках акции «Щедрый вторник» были установлены ящики-накопители в торговых центрах «Стройдвор» и «Адель». В результате были собраны денежные средства в сумме 4570 рублей 82 копейки. На эти пожертвования мы приобрели подарки, сладости для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Радмир Сингулов, Гульгина Расхидина, телекомпания СТВ. Муниципальное учреждение города подводит итоги планомерной работы в течение года. Сибайский историко-краеведческий музей увенчал рабочий квартал членством в Союзе музеев России. О том, как организована их деятельность, что нового ждать и как местному музею удалось добиться таких показателей, узнавали мои коллеги.
Отчеты о проделанной работе звучат не только на закрытых собраниях. Прозрачность деятельности становится залогом прямого диалога с населением и способствует эффективному содействию. Городской историко-краеведческий музей находится на пути активной общественной и просветительской работы развития музея. В середине ноября в Государственном Эрмитаже на отчетном собрании в рамках 6-го международного культурного форума, прошедшего в Санкт-Петербурге, Сибайский историко-краеведческий музей вошел в реестр члена Союзов музеев России. Главная цель Союза музеев состоит в том, чтобы объединить усилия членов этого союза для того, чтобы совместно решать проблемы в музейном деле, отстаивать интересы музеев России перед органами государственной власти, ну и все делать для того, чтобы сохранять, изучать и правильно представлять музейный фонд Российской Федерации, ну и также участвовать в законодательной, правовой деятельности, то есть обсуждать правовые вопросы музейного дела. Из Башкортостана членства удостоились лишь 2 учреждения, в числе которых оказался наш музей. Под эгидой Союза решится ряд проблем, требующих особого внимания. Для дополнительных источников финансирования музей принимает участие в конкурсах на гранты. Такие мероприятия для учреждений культуры требуют к себе определенной градации по направлениям деятельности. Из-за обширной группировки не все организации музейной направленности имеют возможность реализации просветительских, исследовательских и научных проектов. Пока только помощь, оказываемая городским отделом культуры и соцблоком администрации, поддерживает в тонусе развития музея. Мы думаем, что все, что мы там получили, узнали, это будет на благо нашего музея, нашего города. И я думаю, что та деятельность, которую мы сейчас развернули, очень активное участие в различных грантах, проектах, и не зря уже мы получаем поощрение со стороны Министерства культуры. Вот «Исторические тропы», проект, который я разработала, вошел в номинанты на следующий год. Я думаю, что этот проект мы реализуем на улицах нашего города, и горожане об этом увидят. На 4-м региональном форуме, который прошел в Уфе 24 ноября при участии руководителей 75 музеев республики, присутствовали делегаты и из Сибая. На сегодняшний день музеями ведется обширная работа по занесению всех экспонатов в общий госкаталог Российской Федерации. Любой, интересующийся историей страны, города, села, какими-то направлениями литературной мысли, изобразительной, художественной мысли, они могут заглянуть в государственный каталог, найти уникальную имеющуюся информацию и использовать его в своих исследованиях. Городским музеем в этом году был представлен на конкурс «Музей в городе Н» в рамках фестиваля «Интермузей-2017» научно-исследовательский проект «Династии горняков Сибая», получивший специальную номинацию от Союза музеев России. В следующем году выйдет 5-й юбилейный выпуск научного сборника «Краеведческие записки». Мы планируем посвятить его истории нашего градообразующего предприятия, истории БМСК и преемнику, Сибайскому филиалу УГОК. Это и история трудовых династий, и различных отделов, видных руководителей, которые работали на благо процветания нашего города. Будем ждать. Историко-краеведческий музей – одна из тех организаций, которая ведет активную работу в городе сразу в нескольких направлениях. Различного рода акции, которые были проведены в музее в течение этого года: «Ночь истории», «Ночь музеев», «Ночь искусств», культурные акции «Кто куда, а мы в музее», уроки, посещения как наши лагерей, так и детей во время летнего отдыха, наши залы. Все это говорит о том, что создаем не только культурное пространство, расширяем культурное пространство города, но и содействуем социальному сплочению. Екатерина Марочкина, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. До 1 декабря физическим лицам необходимо платить 3 налога – транспортный, земельный и налог на имущество. Как отмечают в ведомстве, в случае неуплаты установленного налога плательщику будет направлено требование об уплате с начислением пени. Об этом в интервью ведущего специалиста-эксперта Межрайонной инспекции налоговой службы Рамиля Магафурова. Уважаемые налогоплательщики, хотелось бы напомнить о сроках уплаты имущественных налогов физических лиц, а именно это транспортный налог, налог на имущество и земельный налог. Срок уплаты наступает 1 декабря 2017 года.
за 2016 год. Те налогоплательщики, которые не получили данное уведомление, могут обратиться в налоговую инспекцию с 9 утра до 8 вечера по будням каждый день. В субботу с 10 утра до 3 часов дня, без обеда, без перерыва. Также у нас организован прием в многофункциональном центре, это по Горького 74К, по получению уведомления. Также можно будет получить налоговое уведомление в субботу также с 10 утра до 3 часов дня в торговом центре «Зауралье». Те налогоплательщики, которые зарегистрированы в личном кабинете налогоплательщика и являются пользователями данного сервиса, налоговое уведомление не получают на бумажном виде. Они получают его непосредственно в свой личный кабинет. Если у вас по каким-либо причинам не получается зайти в свой личный кабинет, можно будет обратиться в налоговую инспекцию для получения самого уведомления или же для восстановления данного пароля. Уважаемые налогоплательщики, исполняйте свои конституционные обязанности по уплате имущественных налогов до 1 декабря 2017 года. Что такое самбо? Самозащита без оружия. Именно так зародился советский вид единоборства, который включает в себя лучшие приемы борьбы. На показательных выступлениях профильных классов 7-й школы побывала наша съемочная группа. Становление самбо пришлось на 30-е годы прошлого столетия. Зарождался отечественный вид борьбы как специальная военная и физическая дисциплина для подготовки офицеров НКВД и военнослужащих внутренних войск. Применение на практике основ самбо обеспечивает безопасность для всех участников правопорядка. В 7-й школе функционируют профильные кадетские классы, в которых готовятся будущие кадры для структур Министерства внутренних дел. Именно в стенах этого учебного заведения прошли открытые уроки с историческими справками о развитии вида единоборств и показательные выступления самбистов. Так как мы вошли во всероссийскую программу «Самбо в школу», каждый третий урок у нас в кадетских классах и спортивном 4 классе, в котором детки сейчас демонстрировали приемы самбо, каждый третий урок проводится именно в этом виде спорта. В самбо разделяют 3 вида приемов. Первая группа включает в себя приемы спортивных дисциплин. Это все виды ударов руками, ногами, локтями и даже удушающие обхваты. Вторая же собрала в себе элементы полицейского направления по обезоруживанию и задержанию противника. Третья группа приемов используется служащими в армии в условиях военного положения для полного обезвреживания и уничтожения противника, не применяя оружие. Ученики кадетских классов проходят занятия по системе Кадочникова. Она отличается от всех существующих программ обучения боевым искусствам и единоборствам, позволяет обучить физически неподготовленного человека постоять за себя в случае нападения, а также внести некоторую воспитательную дисциплину в развитие детей и подростков. Нашим участникам нужно заниматься самбо, рукопашным боем, потому что они будущие сотрудники правоохранительных органов, а возможно и военнослужащие. Поэтому данная дисциплина им просто необходима. Более 3 лет самбо включено в программу ГТО. Для этого с детьми на тренировках отрабатывается ряд безопасных манипуляций, которые обеспечивают ученику надежную базу и физическом развитии, применимую в любом другом виде спорта. Екатерина Марочкина, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Касательно других актуальных мероприятий этой недели. В грядущую субботу только один день киношкола Midpoint из Уфы совместно с телекомпанией СТВ приглашает всех желающих на открытый мастер-класс, который пройдет в Сибая. В программе показ короткометражных фильмов, презентация деятельности киношколы и молодежного центра Союза кинематографистов Башкортостана, мастер-класс по киномонтажу и сценарному мастерству. 2 декабря. Дом молодежи «Мир». Вход свободный, необходима онлайн-регистрация. Подробности в группе СТВ ВКонтакте. На этом наш выпуск подошел к концу. Я желаю вам удачи, берегите себя и оставайтесь с нами.